буду говорить о проблеме индивидуальных различий в психологических признаках и образовательных достижениях. Буду говорить об исследованиях, посвященных научному поиску факторов индивидуальных различий в обучении и с акцентом на междисциплинарный анализ характера этих исследований. Расскажу о взаимовлиянии когнитивного развития обучения, подниму проблему универсальности или специфичности взаимовлияния, а также расскажу о модуляторах этого взаимовлияния, какие конкретно средовые факторы влияют на отношения между когнитивным функционированием и успешностью в обучении. Подробно представлю наш проект «Кросс-культурное лонгитюдное исследование успешности в обучении». В английской терминологии это звучит так, то есть вы можете набрать и посмотреть все статьи, где опубликованы результаты этого проекта. Плюс, расскажу о результатах анализа кросс-секционных данных этого проекта, то есть данных, которые собраны единовременно, в один срез, в один учебный год, и о лонгитюдных данных проекта, и на данный момент уже фактически длиною в 9 лет. То есть 9 лет каждый год я лично хожу в школу и собираю данные. То есть фактически я вот сейчас говорила с руководством вашего университета, нашего уже университета, и предложила сделать такой же проект здесь, потому что если вы в регионе первыми будете этим заниматься, вас просто физически не обогнать, потому что у вас всегда будет на энное количество срезов больше. Это здорово. То есть это уникальные данные, по которым нет отказов в публикациях в высокорейтинговых журналах. И расскажу я об организации исследований в интересах развития психологического сопровождения образования. Согласитесь, важная проблема. Необходимо, чтобы каждому ребенку с его уникальной траекторией развития, индивидуальными особенностями было комфортно учиться в школе. И, наконец, поскольку День российского студенчества, я рассказываю свои исследования студентам, я расскажу о молодежных проектах в сфере наук об образовании, которые реализует Российская академия образования. Не удивляйтесь, но я еще до сих пор возглавляю Совет молодых ученых и специалистов Российской академии образования и фактически организовываю работу научной молодежи в научно-образовательных проектах. Итак, все эти исследования нами проводятся в целях решения важнейшей задачи образования – повышения эффективности обучения и воспитания каждого обучающегося. Еще, то есть проблема индивидуальных различий в психическом развитии является важнейшей задачей, проблемой психологической науки и смежных науках об образовании. То есть еще Борис Михайлович Теплов в 1961 году, у нас недавно в Психологическом институте Российской академии образования была конференция, посвященная Теплову, и мы прочитали все первоисточники, у нас есть в библиотеке Психологического института, фактически недавно я разбирала какие-то материалы и увидела, вы не поверите, протокол заседания лаборатории, 1959 год. Представляете, коллеги, от руки написаны. Присутствовали Теплов, Небылицын. Это просто невероятно. Поэтому на самом деле, то есть Психологический институт РАУ, где я являюсь ведущим научным сотрудником, это такая альма-матер всех известных: Выгодский, Теплов, Небылицын. То есть, можно говорить, там еще целый ряд продолжать. Итак, и фактически в своем понятии способностей Теплов выделяет и все время апеллирует к индивидуальным различиям. Обратите внимание, индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого, лишь те индивидуальные особенности, которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности. И опять не сводятся к тем знаниям и умениям и навыкам, которые уже выработаны у человека, и имеется здесь в виду то, что есть некий такой скрытый пласт, некие такие латентные показатели, которые могут характеризовать понятие способности в том числе, и они же сфокусированы, связаны с понятием индивидуальных различий. Я уже сказала один из вопросов учителей, который нам, ученым, задают педагоги, когда мы приходим в обычные школы, там, с лекциями, с экспериментальными площадками и так далее. Значит, во-первых, первое я уже сказала,
Как учить детей в одном классе, столь сильно различающихся друг от друга? Ну, например, скорость переработки информации, зрительно-пространственная рабочая память. Ну, не запоминает один ребенок. Ну, что с ним делать? Вот это нам и задают. Это как раз трансформируется в фундаментальную проблему индивидуальных различий в обучении. Ну, не в обучении, а в психологических признаках. Потом, следующие вопросы, которые вот здесь я пометила, уже проблемы, их проблемы зеленым цветом, они уже требуют более сложных исследований. Ну, например, какие показатели психического развития в начальной школе могут свидетельствовать о трудностях в дальнейшем обучении. То есть вот эта задача фактически и психологического сопровождения обучения, и вообще системы образования – выявить ранние маркеры возможных нарушений в обучении и помочь этим детям, организовать так процесс и психологическое их сопровождение, чтобы им было комфортно и чтобы были результаты. Дальше. Тоже часто задают, почему из двух детей на отлично обучающихся в начальной школе один продолжает учиться на отлично, а другой нет. Это часто мы видим при переходе в основную школу. Да? Ребенок отличник, там 5-й, 6-й, все говорят, ну пубертат, ну понимаете, как пубертат, это очень общо, скажем так, и это не дает ответов на вопрос, а почему именно происходит эта ситуация. И, наконец, почему в условиях относительного единообразия обучения в одном классе одни дети показывают высокие результаты, а другие крайне низкие. И вот здесь как раз возникает проблема стабильности или изменчивости факторов индивидуальных различий в школьном обучении. Это вы, когда, наверное, проходили практику, все знают, учитель часто говорит, ну, я же всем объясняю одинаково, да? Вот все говорят, ну, я же, ты вот слушаешь, а ты не слушаешь. То есть вот оно. То есть почему я специально вывела на слайд эти вопросы и говорю их и на президиуме Российской академии образования, чтобы показать, что наши научные исследования не просто так ведутся, они ведутся в тесной связи с образованием. Дальше. Вот решение проблемы индивидуальных различий уже в обучении лежит в основе повышения эффективности любой системы образования, потому что широкий диапазон индивидуальных различий наблюдается в каждом классе, в каждой школе, у каждого учителя, в каждом регионе России. И посмотрите, от крайне низких результатов, это вот левый край распределения, кривой нормального распределения, и до высокой успешности, это правый край распределения. И, соответственно, еще раз повторюсь, что мы занимаемся как бы индивидуальными различиями в обучении и изучаем проблемы и факторы формирования и успешности, и неуспешности детей, которые находятся в серединке, то есть весь спектр. Значит, почему успешность в школьном обучении? Потому что именно этот показатель индивидуальных достижений связан с психологическим благополучием ребенка в настоящем. Мы все знаем, что комфортнее отличникам, комфортнее детям, которые хотя бы хорошо учатся. Что происходит в школе с двоечником? Их родители ругают, все ругают, у них в началке, по крайней мере, в начальной школе, социальный статус ниже среднего и так далее. Ребенку некомфортно. Плюс, согласно исследованиям, в том числе и лонгитюдным, успешность в обучении является показателем психического и физического здоровья во взрослом возрасте. То есть насколько ребенку было комфортно в школе, насколько он учился, так он будет или не будет дальше продолжать обучение, потому что ему может быть так тяжело в школе, скажет, я больше не хочу, все, я иду работать и так далее. Значит, дальше. Является предиктором социально-экономического благополучия во взрослой жизни. У меня таких исследований нет, но коллеги зарубежные это говорят о том, что те, кто хорошо учился, скорее всего, хорошо и будут там зарабатывать, жить, ну и так далее. Но опять вопрос, потому что как оценивать успешность? У нас часто бывает, что дети, которые учились на тройке, они гораздо сильнее, но это вопрос не к термину успешности, коллеги, это вопрос к тому, как мы оцениваем. То есть субъективно, не субъективно эта оценка, на основе каких показателей, об этом я еще буду говорить. То есть на первый взгляд звучит спорно, но на самом деле это так. То есть если мы оцениваем именно по ЕГЭ, ну не по ЕГЭ, давайте скажем так, по тестовым хорошим показателям там, успешности, то фактически вот результаты верифицируются. Дальше. Успешность в школьном обучении определяет социальный статус ребенка в классе и школе, тесно переплетаясь с понятиями способного, неспособного,
одаренного, неодаренного, творческого, нетворческого ученика. Это вот та проблема, на которую вот вы среагировали. Потому что, к сожалению, у нас, если ты получил двойку, значит, ты неодаренный. Если ты получил двойку, ты не способный, и ты не творческий. Это не так. То есть мы в наших исследованиях показываем, что между успешностью в обучении и одаренностью, как бы ярких индивидуальных достижений очень сложные взаимосвязи. И я знаю, вот вы, наверное, знаете, что у Елены Игоревны Щеблановой, профессора, доктора психологических наук из нашего института, есть даже книга, которая называется «Неуспешные одаренные школьники». Вот понимаете, это правильно, это правильно. Поэтому вот вопрос к тому, как мы что-то измеряем, это большой вопрос. И, конечно, школьная успеваемость ребенка воспринимается как индикатор социального статуса семьи. Мы все знаем, что бабушкам, родителям приятнее говорить: мой ребенок отличник. Мой ребенок, никто не скажет, что у него там двойки, ну кто-то скажет, ну вот. То есть это социальный статус семьи. То есть фактически успешность в обучении отождествляется, а на каком уровне, там, я не знаю, там, в статусе моя семья. Поэтому это тоже я говорила в интервью недавно Вестнику образования в Министерстве просвещения, что это является проблемой. И здесь родители часто перегибают. Потому что вот хочу, чтобы мой ребенок был отличник. И у ребенка другие интересы, там он любит конструировать, рисовать и так далее. И здесь перегибается палка, ребенок никогда не будет как бы комфортно и хорошо учиться. Это большая проблема. Итак, дальше. Вот наши исследования, то есть вот эта проблема индивидуальных различий, она в основном трансформируется, видно вам, хорошо? Трансформируется в задачу поиска факторов индивидуальных различий. А что, собственно, как бы определяет, как ты будешь учиться? То есть насколько, какие индивидуально-психологические, средовые характеристики. И вот здесь я показала, как бы на этом слайде говорю о том, что необходим междисциплинарный характер научных исследований в сфере образования. И педагогика, и психология, и медицина, и молекулярная даже генетика и так далее. Значит, вот, например, биопсихосоциальная модель Ури Бронфенбреннера формирование индивидуальных различий в психическом развитии. Она предполагает изучение биологических факторов индивидуальных различий. Это генетические, физиологические, биохимические. Изучение индивидуально-психологических факторов. Это так называемые когнитивные, о чем я уже говорил, и некогнитивные, личностные. Я могу быть не очень хорош в скорости обработки информации, но я настолько усидчивый и открыт к опыту, знаниям, то терпение, труд, все перетрут. Вот можно так сказать. И изучение социальных факторов. Это семья, прежде всего образовательные возможности семьи. Не деньги, не там что-то, статус какой-то. Именно то, как в семье говорят, там, ты давай учись, давай там купим книжку какую-то, почитаем. То есть вот такое взаимодействие, как бы возможности, образовательные возможности дома. Там книги, там ресурсы и так далее. Значит, обязательно эти все факторы должны изучаться в их содействии и взаимодействии. Это важно. Нет, сейчас науки не говорят, что важны генетические или важны только средовые. Сейчас говорят о том, что о содействии этих факторов. И вот, например, здесь на слайде, он такой очень, скажем так, загрузочный, то есть необходимость комплексного изучения среды. Это опять-таки модель Ури Бронфенбреннера, теория экологических систем. Вот выделяются группы социальных факторов, которые формируют индивидуальные различия в психологическом развитии. Это микросреда, это семейная и образовательная среда, семья и школа. Это мезосреда, это, например, продуктивность общения родителей с педагогами в школе. Это экзосистема, например, гибкий рабочий график матери в каком-то государстве, и благодаря этому она может там больше времени с ребенком проводить. И, конечно, макросистема, которая включает социально-экономические условия, культурные ценности, законы, традиции. То есть это особенности экономической, образовательной, правовой и политической систем конкретного государства. Это так называемые межстранные или кросс-культурные исследования. А вот буквально в 2021 году у последователей Ури Бронфенбреннера вышла статья, где они еще включили цифровую среду. Это последнее уже. И мы фактически в своих исследованиях, естественно, тоже это смотрим, но об этом я расскажу чуть позже, прямо в самом конце. Вот, дальше. Значит, почему когнитивное развитие?
Можно же было взять там личностное развитие, там что-то еще, мотивацию, мы ее берем. Но сегодня я буду говорить о когнитивном развитии, потому что согласно мета-анализам исследований, знаете, что такое мета-анализы? То есть это когда берется, например, десятки, сотни исследований, которые уже опубликованы, их выборки, результаты, сырые данные запрашиваются, и делается такой метааналитический обзор, где как бы говорится о трендах, о том, значит, как бы подсчитывается на огромных выборках, включающих несколько там сот тысяч и так далее, вот эти данные. Так вот, согласно одному из метаанализов, фактически когнитивное развитие объясняет до 63% индивидуальных различий в обучении. Я не говорю о том, как это меряется на оценках, на данных экзаменов государственных и так далее, но в обучении. То есть в основном как бы вот такое высокое значение, высокая роль отводится когнитивному функционированию. Как ты быстро соображаешь, как ты быстро реагируешь на стимулы, как ты думаешь и так далее. То есть мыслительный процесс туда, естественно, сюда входит. И вот мы выделили на основе этих метаанализов вот несколько показателей когнитивного развития, которые как бы вот входят в сферу моих научных интересов. И, естественно, как бы вот они опубликованы, и, в принципе, другие, естественно, публикации тоже есть. Первое – это флюидный интеллект, способность к эффективному решению задач, основанных на использовании невербального материала. Это матрица Равен. Вы все прекрасно знаете. То есть этот тест считается свободным от культуры. Неважно, что ты изучал ранее, по какой программе, какие предметы и так далее. Тебе нужно просто как бы достроить матрицу до логического, логическое мышление, можно так сказать. Дальше, скорость переработки информации. Скорость к обработке поступающей информации, выраженная в точности и скорости выполнения элементарных умственных действий. То есть это когда, значит, нужно быстро среагировать, нужно посчитать в уме, и так далее. Скоростные показатели. Зрительно-пространственная рабочая память. Это способность к удержанию небольших фрагментов информации. Для чего нужно? Когда выполняем действие, пример в несколько действий, да, мы держим в уме результаты выполнения первого действия, второго действия, чтобы сделать третье действие. То есть, вот так, если к школьной терминологии. И еще один показатель, который в России изучался, до нас фактически не изучался, это так называемое чувство числа. Но здесь неправильный перевод, я виновата, я его ввела в русский язык. Это чувство количества. На самом деле, что это такое? Это способность к приблизительной оценке количеств в несимволической, символической форме. Сейчас расскажу чуть подробнее, потому что точно вы про это знаете. Но не знаете, что знаете. Немножко подальше я тогда, ладно, расскажу. Значит, возникает проблема универсальности и специфичности, или специфичности. Например, когда кросс-секционные результаты, сделанные в один миг один срез, мы видим различия в результатах исследований взаимосвязи между когнитивным функционированием и обучением. И мы же видим различия в данных о траекториях изменения признака на протяжении всего школьного времени. То есть в первом классе для одного признака это может быть линейная зависимость, да, он там последовательно улучшается с 1 по 9 класс. А для другого признака, например, квадратичное, что нелинейный паттерн развития, то есть наиболее интенсивное улучшение с 1 по 2 класс, например, как для чувства количества, когда дети до 1000 осваивают число, а потом идет тоже повышение, такое более спокойное. То есть и все вот эти различия, они актуализируют анализ факторов, которые могут влиять на соотношение между когнитивным функционированием и успешностью обучения. И вот в качестве таких модуляторов этих факторов выступают социально-экономические условия развития и прежде всего качество школьного обучения. Согласитесь, я прихожу в школу, правильно, и там, допустим, в одном регионе, мы изучаем Кыргызстан и Россию, и Великобританию. То есть и мы смотрим, там разные проблемы, программы, разные требования к освоению. Это не значит, что кто-то плохой и так далее, просто разные требования. И поэтому в стране, где требования выше по математике, да, и ориентация системы образования на математическую уклон, как в Китае, например, значит, естественно, результаты этих детей будут априори выше. То есть потому что их учат тщательнее и так далее, и загрузочнее. Дальше. Факт совпадения или несовпадения родного языка с языком и обучением в школе.
Это как бы тоже мы исследуем на базе Российской академии образования. Уровень общего образования – это значит уровень образовательный или биологический возраст. То есть, естественно, важно, как взаимодействует когнитивное развитие и успешность в обучении в началке, да, когда все бурно развивается, и уже на уровне там, старших классов. То есть это разные вещи. Ну и, естественно, то, что мы с вами уже обсудили коротко, показатели успешности и неуспешности в обучении. То есть как мы измеряем оценки учителя, государственные экзамены или какие-то тестовые системы. То есть это тоже нужно принимать во внимание. И вот теперь к нашему лонгитюдному проекту. Ну, во-первых, значит, сейчас я немножечко в ту сторону. Нет, тогда не буду. Ладно, расскажу на словах. Значит, что такое лонгитюдное исследование? Это исследования, которые выполняются в течение определенного времени на определенной выборке респондентов. Это значит, что я прихожу в школу каждый год, и у одних и тех же детей дети выполняют одни и те же тестовые задания. И у меня есть показатели там, Марии в 1 классе, 2 классе, 3 классе, 4 и так далее, там, до 9. Есть показатели там, я не знаю, Ивана. То же самое. И фактически вот мы не сравниваем детей друг с другом, это я ребятам так говорю, а мы фактически сравниваем результаты одного ребенка, который он достиг в 1 классе, во 2, 3 и так далее, с самим собой. То есть вот как бы то, что интересно. И, соответственно, в нашем исследовании, оно называется Cross-Cultural Longitudinal Analysis of Student Success, то есть мы специально назвали, чтобы была аббревиатура класс, чтобы было понятно, вот, значит, подгадали, думали, выбирали. Вот. И в этом исследовании изучаются факторы формирования индивидуальных различий в школьном обучении. Вот если вы, коллеги, посмотрите, сейчас я посмотрю, там где-то есть штучка-то, которая, ну ладно, не буду. Вот обратите внимание, я подойду. Вот это моя дочка. Вот когда она была маленькая, мы начинали этот проект. Вот она со своим соседом по парте Владиком, в 1 классе. Вот они такие красивые, маленькие. А вот они уже, эти 2 детей в 9 классе. Вот в этих 2 фотографиях суть лонгитюдного метода. То есть наши исследования растут с нашими детьми. И это здорово. Значит, что мы изучаем? Мы изучаем индивидуально-психологические особенности, когнитивная сфера, личностные характеристики, мотивация. Мы изучаем в этой школе образовательные возможности, учебные программы. Вы же знаете, что учитель начальных классов может выбирать. Например, по математике я иду там по школе России, а по русскому я иду там по какой-то там сложной программе и так далее. Значит, количество учеников в классе – это очень-очень важно. Я вам расскажу чуть позже. Семья, детско-родительские отношения, восприятие ребенком отношений. Вы же знаете, что родители могут стараться и говорят, мы стараемся для ребенка. А он пишет, что мама нарушает мое личное пространство и проверяет и так далее. Ну, это нормально. Это нормально в подростковом возрасте. Ну, то есть там есть какие-то свои возрастные закономерности. Ну и социально-экономический статус, я опять говорю, это не деньги. Ни в коем случае. Это вообще сейчас считается, что самый показатель, самый такой чувствительный показатель социально-экономического статуса семьи, это знаете что, коллеги? Это уровень образования матери. Представьте, уровень образования матери. То есть вот тоже в метааналитических исследованиях считается, что вот он самый чувствительный. Вот. И, значит, таким образом у нас, сейчас я расскажу еще про школы, в которых мы это делаем, у нас был... Да? Знаете, я не могу сказать, считается, что такая есть, скорее всего, то есть это нужно смотреть и доказывать, но как я бы объяснила, считается, что в большинстве культур и традиционным являются большее и длительное общение ребенка именно с матерью. Он в начальной школе, да, мама обычно делает уроки, там в дошкольном возрасте, и фактически считается, что, естественно, чем образованнее мать, тем вот она больший как бы вот такой вклад, такого уровня несет в ребенка. То есть, скорее всего, это вот такая эксплицитная модель общения. Я бы так объяснила. Но вот это считается одним из таких знаковых показателей, в том числе и популяционных исследований, то есть масштабных. Значит, вот еще раз наш проект. Смотрите, мы где делаем его? Мы делаем в школе в России, в одной школе. И в одной школе Кыргызстана, вот посмотрите, детки сидят,
Значит, почему в этих двух, ну, во-первых, как бы получилось так, что вот у нас проект в 2012 году основан, и мы подобрали 2 школы. То есть мы же должны регулировать, вот, то есть же как бы внутрипопуляционное разнообразие. То есть школы в России отличаются друг от друга, вы же прекрасно знаете, да? Родители все хотят, а вот в лучшую школу, а вот и так далее, там рейтинговая ситуация в регионе там, и так далее. Значит, почему, сейчас я скажу, почему, во-первых, сначала во-первых, 2 школы. Значит, они были подобраны и относительно уравнены по целому ряду характеристик. Например, то, что в Киргизстане, в этой школе, те же программы на русском языке. Те же абсолютно программы. Значит, та же система там, оценки, та же статус, это гимназия, статус, рейтинг чуть выше среднего. То есть, чтобы нам уравнять, вот у меня сейчас выходит статья в вопросах психологии, буквально вот в 5-м номере я сейчас в ночи верстку доделала, вот, и отправила, что все окей. Значит, как раз по по этой проблеме. То есть это можно, я могу направить, ознакомитесь тогда. И, значит, то есть получается, что в России и Киргизстане организация сходная система образования. То есть там все осталось как при Советском Союзе, ну и, соответственно, как в России. Значит, но какие есть различия? Различия в социально-экономическим статусом, например, зарплата учителей там просто, ну, слезы. То есть абсолютно, ну, то есть разные какие-то показатели. И к тому же, значит, по учебным достижениям, вот эти рейтинговые программы, ПИЗа, ТИМС и так далее, которые учебные достижения, они показывают, то есть вот если Россия среднее место занимает, ну вот эти 38-43, то Киргизстан последнее, 65. И мы хотели показать, ну, наверное, вот как бы различия вот эти в учебных достижениях, они как бы позволят нам понять факторы. Значит, вот 2020 год, помним, сложные эпидемиологические условия, дистант в школах. И здесь мы для себя решаем тоже новые исследовательские задачи. Вот он, дистант. И что мы делаем? Мы, во-первых, благодаря компьютеризированному сбору данных, мы можем дальше ответить на вопрос об эффектах очного и дистанционного обучения на психическое развитие, успешность в обучении. Об этом я тоже не очень долго буду говорить в конце. И вот обратите внимание, что мы соблюдаем этические принципы организации исследования в школах. Все добровольно, все информированные согласия. Это очень важно. То есть у нас этический комитет психологического института РАО дал нам одобрение. То есть без этого одобрения мы даже не можем публиковаться в зарубежных журналах. Это обязательно, то есть номер протокола, Хельсинское согласие и так далее. Значит, у нас не было отказов, причем нет, был один отказ, папа девочки, девочка потом расплакалась, сказала, что она все равно хочет, и папа сказал, ну ладно. Потому что все это, вы видите, делается в непринужденной форме, иногда даже с уроков снимаем, ну понятно, что все радуются. Вот. Значит, соответственно, посмотрите, коллеги, вот это долго, вот это исследование, там преимущество есть, но это долго. То есть вот если мы начинаем сбор данных с 1 класса, мы 11 точек соберем через 11 лет. Дети, которые уже находятся в момент, когда я пришла в школу, там, в 6 классе, то есть у них через 6 лет, но будет только 6 точек. Но самое важное, что мы каждый год, коллеги, добавляем детей, которые вновь приходят, видите, в классы. А знаете, что это значит? Это значит, что мы можем отвечать на вопросы, а чем дети нынешние отличаются от тех, которые пришли, например, там, 7 лет назад в школу. То есть мы сейчас вот эти когортные данные обрабатываем. Вот прямо сейчас я вам не скажу, но точно знаю, что по скоростным показателям компьютера точно отличаются. И эти дети, которые сейчас пришли, они быстрее. Вот именно то, как пальчики положить. Раньше я пальчики ставила, то есть 1, 2, 3, 4. Сейчас все сами быстро это делают. Ну, то есть вот это такое мое наблюдение, но это нужно считать все, естественно. Вот, то есть и, соответственно, как мы меряем показатели, когнитивное развитие? Значит, это, во-первых, вот это, сейчас я дальше расскажу, то есть вот 4 показателя. Чувство числа тоже у нас есть, это вот эти сине-желтые точки. И числовая линия, вы тоже посмотрите, ребенку нужно мышкой отметить, где, по его мнению, число 246 на числовой линии от 0 до 1000. То есть это глазомер, по-русски это глазомер будет. Вот, и дети, ну, если маленькие, ну, как бы, они что-то, может, здесь отметить, ой, может, там, ну, вот, смотрите, я уже первая, сейчас. Первая, значит, вот показатель. Время реакции. У ребенка появляется на несколько миллисекунд число от 1 до 4.
Он вот так держит пальчики на клавиатуре, и видит 4, жмет 4, и видит 1, жмет 1. То есть это насколько быстро я реагирую на числовой стимул. Значит, и здесь меряется точность и скорость реакции, время реакции только на правильные ответы. Вы же понимаете, что можно кликать? Ну, так вот. И мы так вычисляем кликеров. И их данные не входят в анализ. Потому что, ну, знаете, в плохом настроении, не хотел делать, ну и так далее. Значит, дальше. Вот это рабочая память. Посмотрите, ребенку дается сначала 4 кубика. Вот он, видите, мигает. 1, 2, 3 и 4. Появляется команда «Старт». Ребенок мышкой указывает кубики в этой последовательности. Какой первый, какой второй, какой третий, какой четвертый. Таких кубиков до 9. То есть ребенок должен запомнить 9 кубиков. Ну, вот опять-таки индивидуальное различие, да, спектр. Соответственно, а вот это не символическое чувство числа. Что это такое? Это не связано с числами, это показатель. Вот смотрите, раз, вот то есть он мигнул вам, и вы должны, у вас один пальчик на синих стоит S-клавиша, а другой на желтых. И вы должны нажать, каких больше, по вашему мнению, синих или желтых. Вот здесь каких больше? Видите, вот индивидуальные различия пошли. То есть вот, соответственно, у ребенка, и это быстро, синий, желтый, 150 картинок с 3 этими интервалами, можно отдохнуть. И вот как раз вот это чувство числа, чувство количества, как правильно, по-английски это number sense, это совершенно вот наша инновация в 2014-м. Первая статья вышла в психологическом журнале на русском языке нашей, где мы вот это исследуем. Считается, что вот это чувство количества, оно является основой математической успешности. То есть это в Nature, в журнале, значит, как бы написана была статья, что более того, что если, например, вы в детстве это хорошо делаете, то у вас точно будут классные математические способности. Ну, примерно так я говорю, то есть суть этой статьи. Значит, дальше, вот эта числовая линия. Значит, что мы здесь меряем, коллеги? Мы меряем, вот если вот действительная позиция числа, вот 246, если я обладаю не очень хорошим чувством количества, вот здесь ставлю, вот здесь. А если я более точная, то есть у меня как бы хорошее чувство количества, я, скорее всего, поставлю ближе к этой отметочке, да? То есть получается, чем меньше показатель, тем я точнее. То есть он вот такой наоборот получается. Вот. И, соответственно, вот почему, это что я уже пролистнула, да? Чувство количества. Значит, синонимы: глазомер, точность оценки количества информации, определение на глазок, ну, примерное количество, числовая интуиция. Где используем? Используем, вот идем оплатить покупки в кассу. Вы же не считаете людей в очереди. 1, 2, 3, 4, здесь 5. Вы на глаз определяете, где меньше народа. И туда идете. Вот это чувство количества. И считается, что вот такой бытовой термин лежит в основе высоких математических достижений. И более того, что вы, ну, я не знаю, как вы, вот я точно, и, наверное, ваши преподаватели тоже, значит, мы вот эту проблему много-мало и точно-не точно с раннего детства знаем. Вот фильм, мультик «38 попугаев». Помните, такой слоненок там, в общем, вот. Значит, вот посмотрите, ключевая фраза. А много – это сколько? А 10 – это куча? Вот помните вот этот вот диалог, когда говорят, а орехов-то сколько надо собрать, чтобы куча была? Вот это называется чувство количества. Или вот посмотрите, самая классная фраза и ответ совершенно фундаментальный науки, научный ответ – это у попугая. Мало – это когда съел и еще хочется, а много – это когда уже не хочется. И не поверите, но вот это как раз чувство количества является эволюционно сохраненным признаком. Чтобы выжить, нужно иметь хорошее чувство количества. Вот посмотрите. Значит, здесь что получается? Младенцы, сколько там, 9 месяцев у ребенка, маленький ребенок, с ним проводится такой эксперимент. Ему дают один большой крекер, и вот, ну, он прямо вот такой, и 2 маленьких по площади. Он выбирает больший по площади, увеличивая количество еды интуитивно. То есть это эволюционно сохраненный признак чувства количества. И, соответственно, есть у животных, это я вам покажу, в Ютубе наберете, называется японская сова. Сейчас, потом. Значит, и это вид сов, который обитает в ЮАР, но именно в Японии им занимаются. И там, значит, что получается? Вот он. Сейчас, вот. Смотрите, это средний, это особь средняя.
Когда в студию заносят особь очень большого размера, то эта птица что делает? Она как-то обрабатывает количественную информацию, что у тебя рядом вот очень большой, и она превращается вот в такую худышечку маленькую, как бы сжимаясь перьями и делая, отправляя послание, что я маленькая, я для тебя ничего, не опасность никакую не представляю, представляете? А если сходного размера заносит особь, она делается вот такой большой, показывая, кто тут главный. Вот представляете, то есть вот это есть исследования в зоопсихологии, то есть ну какие-то очень такие хорошие, но вот наглядно это вот показано здесь. И, соответственно, вот видите, то, что я рассказала. А вот это уже сравнение чисел, правильно? Здесь получается какая больше, но это эффект Струпа меряется здесь, мы на маленьких детях мерили. Видите, можно наоборот здесь написать 9 маленькая, а 3 большая. Это будет конфликт. Это эффект Струпа, но это как бы я сегодня за пределами сегодняшней лекции. Значит, мы анализируем кросс-секционные данные проекта. То есть преимущества собраны в один момент. Вот видите, я написала, значит, скорость сбора данных, быстрый результат. Пришли в школу, вы делаете так свои работы, собрали, правильно, проанализировали, вам результат. Значит, большие данные можно собрать. Возможность максимально расширить выборку и организовать популяционные исследования. Что такое популяционные исследования? Выборка, отражающая структуру популяции, все регионы, все типы школ, социально-экономический статус и так далее. То есть популяционные исследования очень сложны, но их надо делать. Это нормирование показателей и так далее. Значит, соответственно, вот пример кросс-секционных данных нашего проекта. Здесь представлено, ну как бы они направлены на изучение портрета современного школьника. Коллеги, а кого мы с вами будем учить? Вот мы выйдем сейчас из стен педагогического университета, с кем мы будем иметь дело, какие нормы, какие показатели там и так далее. И вот посмотрите, это моя школа, одна, 1382 ученика. Значит, я измерила, ну, естественно, я применяю самые надежные, валидные методы, потому что это очень трудоемко, я не могу себе позволить абы чего применять. То есть, ну, это и так и надо, но в лонгитюдах это совсем остро все стоит. Значит, смотрите, по эмоциональному состоянию 19, почти 20% младших школьников и 24 подростков процента демонстрируют высокий уровень тревожности и нестабильности. То есть это по методам исследований. В когнитивном развитии 17% младших школьников и 13% подростков выявляют крайне низкие показатели скорости переработки информации с числовым материалом. То есть вот детей учим, как бы, что за контингент детей, скажем так. Желание учиться, вот это невероятно. Уже в начальной школе 20% детей и 25% подростков демонстрируют низкую мотивацию к изучению математики. То есть я сейчас дальше расскажу про мотивацию. И посмотрите по семье. 15% и 18%, ну, соответственно, младших школьников и подростков воспринимают отношения своих матерей как эмоционально отвергающие. Но здесь тоже надо делать скидку, потому что это может быть возрастные особенности. Мама пытается проверить уроки, да, помочь учиться, а ребенок, ну, подросток воспринимает это как ты в мое личное пространство. То есть здесь очень тоже надо аккуратно, но просто это то, что мы получили. И вот следующий слайд. Мотивация к изучению школьных дисциплин различных. Посмотрите, самая печальная ситуация с естественно-научными дисциплинами. То есть, посмотрите, треть детей не хотят изучать биологию, химию, физику. То есть они так и написали, то есть там очень сформулировано так, не то, что там без социальной желательности. Ну вот не хочу и все, не нравится мне. То есть там как бы мы детям ничего, эти данные не передаются ни родителям, ни учителям, дети у меня знают уже за 9 лет, и они как бы отвечают, как есть на самом деле. Значит, математика чуть, ну тоже не очень хорошо, четверть, правильно? А посмотрите, какая интересная ситуация с физкультурой. В младшем школьном возрасте всего 7% не хочет заниматься физкультурой, а в подростковом уже 23%. То есть, ну вот такая ситуация. Ну и по русскому языку, знаете, как-то вот ровненько, ну относительно. Вот, поэтому вот нам нужно с вами собрать, это только одна школа. А вот вопрос, это так только у меня в школе? Или это только, или у всех? Ну вот вы говорите, нет, у вас данных нет. Так, ну нет данных таких. Поэтому мы в Российской академии образования сейчас ставим вопрос о популяционных исследованиях, чтобы понять нам с кем работать, как вас учить, студентов педагогического университета, как работать вот с контингентом. Дальше, ну, лонгитюдные данные проекта, от чего все это затевалось. Во-первых, преимущество.
мы измеряем динамику признака на индивидуальном уровне, как я сказала, Иван, Мария, Светлана и так далее. Оценка причинно-следственных связей между признаками в разных возрастах. То есть, какие показатели в началке ведут к неуспешности в старшем классе. Или, например, какие мотивационные показатели там связаны, я не знаю, там, с чем-то, с другими показателями в старших классах и так далее. И наоборот, кстати, тоже может быть. Дальше. Ранняя регистрация событий, инициирующих нарушения в развитии. То есть это необходимость превентивного воздействия. Контроль эффектов когорты, эффектов развития. То есть разница в возрасте и разный год рождения. То есть это тоже важно, потому что понятно, что есть разница в 30 лет, но одни, например, в первом классе были в 1900, ну, грубо говоря, 80-м, а другие в 2010-м. Соответственно, разная ситуация развития, и это тоже надо контролировать. И вот два типа результатов, которые мы с вами, коллеги, можем получить только в лонгитюдах. Это индивидуальные траектории развития и факторы, приводящие к росту, стабилизации, снижению этих показателей. И второе, долгосрочные связи между развитием в раннем возрасте и особенностями функционирования, ну, в более позднем возрасте. То есть это может быть там 1 класс и 4 класс, 1 класс и 9 класс, но это как проведем. Значит, вот, показываю. То есть это можно сделать только методом статистического анализа. Прошу прощения, здесь на английском, это из зарубежной статьи, которую мы подготовили и опубликовали уже. Значит, вот смотрите, это два показателя. Вот это показатель, вот этих сине-желтых точек. Помните, когда без чисел, вот они нажимают, ребята, а вот это, коллеги, показатель, где линия числовая, где нужно знать, что такое 246 по отношению к нулю и к 1000. Значит, вот что вы видите? Ну, во-первых, вот сначала это индивидуальные траектории. Это вот этот каждый конкретный ребенок, как Юля, например, вот это там Ваня. Вот видите, как у них все по-разному. То есть это их траектории. Посмотрите, какой разброс. Сейчас не подхожу. Значит, один ребенок у нас, видите, какие здесь получаются низкие результаты, здесь перевернутая, наоборот, это как бы траектория, здесь высокие. А вот здесь более-менее стабильно. Правильно? Вот этот вот разбросик, он тоже есть, но он как бы вот так. Значит, вот посмотрите, вот эта сплошная линия, это с числами, вот это восприятие, числовая линия. Вот это с сине-желтыми точками. Посмотрите, как резко да, растет под влиянием обучения. Вот это то, что с числами. И вот мы впервые визуализировали эффект обучения математики. Вот он, вот здесь. То есть ребенок, который показывал низкие стартовые значения, не знал чисел. Посмотрите, какая у него, я не побоюсь этого слова, сумасшедшая динамика. Вот он к 4 классу у нас где. Это вот началка. 1, 2 класс, 3, 4. Вот он где. А ребенок, который и так высоко был, да, то есть на него эффект обучения, ну такой, знаете, чуть-чуть. Чуть-чуть. То есть он вот как бы вот так. Поэтому, а вот здесь и получается, что тот, кто был слабым, запросто за время обучения может стать сильным. Вот по этому признаку. А по чувству числа, которое сине-желтые точки, поскольку это эволюционно сохраненный признак, и на него не очень сильно что влияет, вот примерно, если я здесь вот где-то в рейтинге, да, скорее всего, я и буду здесь. То есть он в меньшей степени подвержен как бы влиянию. И вот, соответственно, здесь есть возможность показать отклонение каждого ребенка, а вот от средней траектории по выборке. То есть вот это важно. Дальше, значит, два измерения. То есть мы вот сегодня с Салаватом Талгатовичем говорили, что если сделать, например, follow-up, ну то есть как бы повторное измерение, мы можем уже применить вот это перекрестное лонгитюдное структурное моделирование. Что мы можем здесь? Мы можем, во-первых, стабильность во времени показать, да, насколько стабильным является признак, меняется, не меняется. Мы можем внутри среза посмотреть, ну это кросс-секционные данные. А главное, что мы можем перекрестно-лонгитюдные связи, это то, что я говорила. Как мотивация к изучению математики в 1 классе влияет на успешность в обучении, это 2, это уже второй замер, в 4 классе, например, или в 9 классе, ну и так далее. Значит, вот, который больше 2 измерений. Сложный статистический анализ. Во-первых, метод анализа роста со смешанными эффектами. Он очень сложный, у меня это делает математик, вот, но можно освоить, например, в открытой среде R. Анализ типологии роста. Вот это вообще совершенно интересно.
это как бы предполагает, что характер изменений не однородный. То есть, может быть, у одной группы детей развитие идет, а у другой, ну, скажем так, оно идет там до 2 класса, а потом, ну, как-то замедляется. Вот сейчас тоже я покажу картинки. Соответственно, значит, и дальше я перехожу вот к этим модуляторам, которые могут влиять вот на соотношение когнитивного развития и успешности в обучении. Но вот первое, эффект пола. Все говорят, мальчики отличаются от девочек, там, ну и так далее. В разных возрастах, вот, мы показали. Значит, почти больше 1200 учеников в первых 11 классах. От 7 лет до 19 лет. Мы смотрели зрительно-пространственную рабочую память. Это вот эти кубики. Значит, что мы показали? Что у девочек квадратичная зависимость. Видите, я традиционно в красненький здесь сделала. То есть квадратичная зависимость. Получается, развитие идет, после 8 класса стабилизация. У мальчиков получается кубическая, идет развитие, на 5-6 годах стабилизация, а дальше дальнейший прирост. То есть вот это кросс-секционные данные, то есть мы умудрились вот эти траектории выстроить, ну вот возрастные, это называется возрастные особенности, скорее, это не траектория. На данных собранных это разные дети, на каждом году обучения это разные дети. Но вот такой анализ тоже, полиномиальная регрессия называется, это возможно. Дальше, эффект пола для скорости переработки информации, а теперь траектории. Обратите внимание, мальчики, девочки, ну различий видите, да, что совершенно нет. Значит, а различий нет по темпу. Видите, то есть скорость, вот здесь скорость, если, ну, соответственно, чем меньше значение, тем выше скорость. То есть она, вот эта скорость, вот смотрите, в 1 классе более такой медленные дети, а потом она начинает как бы снижаться, ну, точными дети становятся. Соответственно, что мы показали? Что опять нелинейный характер, интенсивный рост с 1 по 2 класса, а дальше замедляется, но остается статистически значимым. А главное, что половые-то различия мы нашли только на каждом году. То есть в каждый год получилось, кто у нас там? Мальчики оказываются быстрее. Вот, да, оказывается, мальчики шустрее там, и так далее. Но вот характер и темп изменения, то есть как движется, у них не различается. То есть вот теперь проблема, понятно, да? То есть они чуть выше, чуть быстрее, но при этом вот динамика развития, она та же, что и возможно, после 4 класса, после периода вот этой гормональных вот этих изменений, это стабилизируется, но это надо еще считать, потому что как бы мы все еще пока не дособрали. Теперь вот как раз типология роста. Вот посмотрите, мы сделали вот для этого показателя сине-желтых точек. Смотрите, что мы увидели. Мы с вами увидели, что вот это называется анализ типологии роста, то есть латентные классы. Значит, что мы показали? Что да, нелинейный тоже характер, тут не очень видно, что нелинейный характер, тут я скорее картинкой продемонстрировала 2 типологии роста. Посмотрите, 79% моих детей, их фактически сколько тут у меня? Ну, если, например, я делала на одной параллели 150 детей где-то. Значит, вот из 150 детей 79% вошли в категорию, ну, в типологию рост. То есть вот они пришли, вот здесь нет различий, кстати, нет различий между этими классами, как в 1 классе дети пришли. То есть они пришли одинаковые, скажем так. Но вследствие обучения у одних детей происходит рост этого признака, а у других, их 21, ну это есть, это фактически, ну как бы 5-я часть, 21% у них нет типологии роста, нет роста. И получается, что сейчас наша задача и задача педагогов понять, а с чем это связано-то? Почему? Ну вот вроде объясняем все одинаково, домашние делают одинаково, но почему вот так происходит? И главное, что наша-то задача понять, а это как-то и посмотреть, в дальнейшем отразиться на их успешности математической, а может и нет. Ну нет у них роста, и не надо, как говорится, и трогать. Ну вот мы это дальше будем смотреть, как у них будет вот, задачи ЕГЭшек, ну вот эти все какие-то математические ВПР, там что сейчас делают и так далее. Значит, дальше, теперь коротко, эффект взаимовлияния. Значит, проблема в том, что не может так, что вот рабочая память влияет, значит, скорость переработки отдельно влияет, чувство числа отдельно влияет. Все это находится в тесном взаимовлиянии. И мы здесь показали, что, например, общие когнитивные функции, интеллект, скорость обработки информации, рабочая память,
объясняют полностью рост вот этой сине-желтых. То есть они очень сильно связаны с общей когницией. То есть, видите, получается здесь вот в зависимости от уровня интеллекта, здесь показано, если, например, вот низкий интеллект, ну, пониже интеллект различается, то, видите, как бы вот даже чуть-чуть вниз она идет, ну, это стабильно, то есть нет прироста. Значит, а вот если у детей, у которых повыше интеллект, у них, видите, как вот прирост здесь есть. Но вот эта ситуация не характерна для чисел. И здесь мы опять показываем важность системного обучения. То есть здесь все равно, какие у ребенка общие когнитивные характеристики. Если он усваивает число, вот понимает, что такое число, у него рост вот этой вот числовой линии, он у него происходит. То есть это как бы признак, который очень сильно подвержен эффекту образования. Значит, вот я пишу, где это опубликовано, и дальше будет списочек, и презентацию вы, наверное, тоже можете взять, чтобы все это посмотреть и как бы не конспектировать. Значит, эффект взаимовлияния когниции плюс год обучения. Значит, здесь тоже вы почитаете, это первоквартальный журнал Frontiers in Psychology, 2019 год. Я здесь первым автором, и коллеги мои. Значит, мы показали, что, значит, есть такая проблема. А что первично? Вот это вот сине-желтые точки или числовая линия? И все говорят, ну, конечно, сине-желтые точки там и так далее, однозначно. То есть это вот ребенок с детства с этим сталкивается, он смотрит, а какая, значит, там тарелка супа или где конфет больше, в каком подарке, естественно, себе это берет. Вот, поэтому, значит, для выживания опять, коллеги, для эволюции, для сохранения, значит, мы показали, что влияние вот это вот не символическое, на символическое проявляется только после того, как ребенок овладевает основами арифметического знания. Счет в пределах 20 и вычисления. Больше-меньше. То есть вот это как бы новая, то есть ну, это такая фундаментальная проблема, она может быть немножечко далека от образования, но она очень сильно обсуждается в мировой литературе, и как бы вот наше исследование вызвало такой нешуточный интерес. То есть мы как бы постоянно в дискуссии с зарубежными авторами. Значит, теперь эффект обучения или возраста. Вообще тема совершенно интересная. Я просто буду счастлива, если кто-то вот возьмется ее ну, как бы дальше разрабатывать. Почему? Что такое биологический возраст? Это количество лет. Что такое образовательный возраст? Это количество лет обучения. Почему это характерно и актуально для нашей системы образования? Потому что у нас, по сути, родитель выбирает, когда я отдам своего ребенка в первый класс. Если я вижу, вот как правило, у меня там мальчик, он очень медленный, думаешь, ну пусть еще посидит, да, там, может, в садик подготовительный походит. А если там, ну, вот, это как правило. Значит, и посмотрите, что в наших исследованиях. Мы пришли в школу и измерили. Вот в первом классе, в одном первом классе у меня возрастной диапазон, значит, средняя 7,5 лет. Все по закону, правильно? Ну что на самом деятельности в классе? Есть дети 6 и 8 лет. Смотрите, ну, еще даже 7 лет нет. И есть дети, коллеги, в этом же первом классе 8 и 8. Вот вы представляете, то есть мне все говорят, ну, средний возраст 7,5, как и написано. А вот, представьте, учитель сидит в классе, и вы также придете. У вас сидит малюсенькое дитё, и 8, когда уже, значит, уже у некоторых и гормональные уже начинают там. Вот, поэтому, а в 9 классе среднее 15,7, а посмотрите разброс, и 14-летний ребенок, и 18-летний. Вот это то, что вот реальные данные, когда вы придете, и я прихожу в школу. Поэтому, значит, как изучается вот это вот вопрос, а когда ребенка, знаете, как родители спрашивают, лучше отдавать с какого возраста? То есть, значит, как это изучается? В конце, в 1990, по-моему, году было исследование израильское, когда, ну там популяционное оно было, то есть мне не хватило статистической мощности. Когда измерялись когнитивные показатели у детей, которые пришли в 7 лет, ну, я говорю примерно в 7 лет, ну, как вот есть по нашей системе образования, которые пришли годом раньше и которые пришли годом позже. И как они развиваются, там, например, ну, уже там к 8 классу. Значит, израильским коллегам хватило статистической мощности, и они все, по данным, говорят, что те, которые пришли чуть раньше, ну, норма и чуть раньше, между ними нет статистически значимых различий, но обе эти группы лучше, чем те, которые пришли позже. Понятно, да? То есть нечего ребенка задерживать дома и не отдавать в школу.
Особенно это характерно для детей с умственной отсталостью легкой степени. Я тоже такие исследования провожу, то есть это абсолютно точно там видно. Потому что дети думают, израстет там и так далее. Нет, отдавать надо такого ребенка с нарушениями, это точно. Значит, и еще изучаются пожилые люди с разным образовательным стажем. То есть, грубо говоря, бабушка закончила университет, да, то есть у нее больше образования, либо она только, значит, эту 8-летку или что-то там. То есть вот такие исследования. Значит, у нас единственное, что мы можем, потому что не хватает детей, кто годом раньше, годом позже и так далее. Значит, у нас получилось, что вот год обучения объясняет 31% дисперсии интеллекта, флюидного интеллекта по стандартным прогрессивным матрицам, а возраст только 24%. То есть вот здесь говорится о том, что образовательный возраст важен. Вот. Значит, дальше. Эффект обучения я уже вам рассказала. Вот здесь это называется, значит, в научной терминологии компенсаторный паттерн изменений. То есть более высокая точность, это дети, которые очень точные, они демонстрируют более низкий рост. То есть это вот образование, обучение очень эффективно для низких стартовых значений, совсем эффективно. Дальше. А вот здесь, получается, диапазон вариативности остается тот же. Дальше. Вот здесь это последнее наше исследование, когда, видите, две когорты, одна с 1 по 5, это одни и те же дети, и другие дети с 5 по 9. И мы вот здесь уже с вами, вот это исследование тоже Frontiers in Psychology 21 года написала. Значит, в феврале вышла статья 2021 года. И вот здесь как раз лонгитюдные данные. И мы здесь смотрим, решаем проблему, тоже не буду сейчас очень подробно рассказывать, почитайте, решаем проблему о том, вот скорость реакции, которая, да, циферки мы нажимаем, бытовая, скажем так, и скорость оценки этих точек, это одно и то же или не одно и то же? В общем, это не одно и то же, если говорить коротко. И поэтому мы вот здесь, это тоже статья вызвала такой очень хороший резонанс, в мировом сообществе нас цитируют, и, в общем, достаточно так вот даже пишут коллеги, потому что у меня совместные есть публикации, статьи с коллегами, которые вот по Number Sense занимаются. Это и Джастин Халберда, это и Стивен Петрил. То есть вот они все такие корифеи всего этого дела. И вот у меня есть совместная статья 2018 года с ними. Дальше. Теперь вот эффект системы образования, что вам будет гораздо интереснее. Например, тоже вот эти два показателя. Чувство числа. Значит, в чем была проблема? Проблема в том, что я как раз работала, проходила стажировку в Британии, в Лондоне. И то есть они там говорят о том, что вот действительно вот эта числовая чувствительность, но это все для математической успешности. То есть и активно исследуют это все. Значит, мы собрали свои данные в условиях нашей школы. Единственное, что там была оговорка в этом исследовании, что вот различные среды по-разному влияют. Почему? Потому что, например, у нас она более разнородная, да, мы можем с вами выбирать программы, по которым учить детей. То есть в Лондоне все регламентировано и регулировано так, что там вот, например, примерно обращаться к детям одинаково. Все учителя обращаются одинаково. То есть нельзя говорить, ребята, все посмотрели на меня. То есть они берут колокольчик, чтобы была невербальная агрессия. То есть это вот для меня это было удивительно. То есть я бы, например, сказала, ребят, здрасте, там как бы нет. То есть они берут колокольчик и привлекают так внимание, все. И у них четкий регламент. Заплакал ребенок, регламент. То есть, с одной стороны, это, знаете, регресс к среднему. Учителя талантливые, хорошие, они тоже к среднему, нивелируются. То есть вот тут палка о двух концах. Значит, и мы что посмотрели? И мы, значит, с удивлением обнаружили, что, во-первых, я сразу поняла, что у нас будет оценка учителей здесь, и это будут другие данные, потому что, понятно, субъективность очень высокая, оценивают часто не знания, а как бы, вот вы сами будете, сейчас придете в школу, будете так оценивать, что, комфортность, да, то есть ребенок не мешает. Часто это так бывает. Поэтому я сама в школе год проработала. Поэтому обратите внимание, что мы же получили. Мы получили, что у нас-то как раз вот это самые сине-желтые точки, вот они, никакой роли вообще с оценкой вообще не связаны. То есть это отдельно, оценка отдельно. Соответственно, значит, мы показали единственную связь. Вот этой числовой линии, то есть, грубо говоря, она меряет, как ребенок понимает числа. Числа вот в 3 классе, видите, математика 3, это оценка ребенка в 3 классе.
Вот она, именно этот показатель, если влияет на тест числовой линии. То есть у ребенка 5 по математике, он знает числа, он хорошо будет делать эту самую числовую линию. У нас наоборот. Значит, показана очень высокая стабильность и очень совсем высокая стабильность оценок учительских. Это те самые штампы. Если ребенок в 3 классе на 5 учится, скорее всего, у него будет 5. Если там 2, там будет 2, ну, может, 3. Вот, то есть вот так получается по исследованию. Дальше. Теперь показатели успешности. Почему я как бы всегда об этом говорю? Вот русский язык. Посмотрите, уровень корреляции. Результат ЕГЭ и оценка 0,71. Но это еще хорошо, коллеги. 0,71 – это достаточно высокая корреляция. А вот ОГЭ в 9 классе оценка 0,43. То есть это разные вещи абсолютно. И тут вопрос большой. Что меряет у нас ОГЭ и за что ставят оценки? То есть это разные вещи. И главное, что вот это различный вклад когниции в различные показатели успешности. Смотрите, если мы с вами берем, значит, сейчас скажу, вот взаимосвязи еще, это по математике. Вот экзамен, тест понимания чисел. Это тест, основанный на нормах Великобритании. У меня было кросс-культурное исследование, и наши дети лучше, чем британские, сделали тест, основанный на нормах Британии. Вот по математике. Вот, да, то есть вот можно похвастаться. Значит, соответственно, тест верно или неверно. Что это такое? Это называется математическая беглость. Знаете, все проверяют технику чтения в школе, правильно? А вот технику математики, я не знаю, как это сказать, не проверяют. А на самом деле там, значит, таким образом разработан тест. Значит, указано 2 плюс 2 равно 4. Ребенок, у него верно, не знаю, неверно. И он должен, как учительница, оценить, верно или неверно выполнен, да. И, соответственно, получается, что чем быстрее ребенок это делает, там временные ограничения, там 5 секунд, по-моему, есть, то у него высокий уровень математической беглости. То есть так же, как вот я хорошо читаю, то я также хорошо и с математическими символами всеми этими обхожусь. И, соответственно, вот у нас получилось. Вот годовая оценка. Вот давайте ее посмотрим. Вот она первая. Годовая оценка с экзаменом 0,76 по математике, с тестом понимания чисел 0,42, а с математической беглостью, которая на минуточку лежит в основе счета, операций, всего 0,42. Вот вам, пожалуйста, то есть мы как бы, какой компонент, чем меряется, то есть это вот нужно принимать во внимание, и вот это вот измерительный инструмент успешности самый мощный модулятор. Вот во всех исследованиях получается. Значит, успешность в обучении русскому языку. Значит, это исследование кросс-культурное, организовано по инициативе академика Вербицкой Людмилы Алексеевны на базе Российской академии образования. Что мы там мерили? У нас там участвуют дети, несколько групп из России, из Кыргызстана, из Молдовы. Это непризнанная Тираспольская, забыл как, непризнанная республика, Приднестровская республика, вот так. То есть это Тирасполь, где нет финансирования Молдовы, низкое финансирование, ну, как говорится, то есть там социально-экономические условия очень тяжелые. И, соответственно, значит, мы брали группы внутри этих стран, кроме России, с родным русским и с неродным, с родным и неродным русским языком. И что же мы показали? Значит, ну вот актуальность я тут написала, это я только в своей школе, что дети с неродным русским языком у нас приходят учиться вот уже 21-22 год 8%. То есть и здесь нужно помогать этим детям осваивать программы на русском языке. Все на русском языке, им сложно. Они в 1 классе не понимают. Это действительно большая проблема. И учителям надо помогать, как вообще как бы организовывать процесс, где у вас в классе 32 человека и, например, один ребенок с неродным русским языком. Что делать-то? Вот это вопрос. Соответственно, мы вот мерили, посмотрите, опять-таки взяли все-таки государственные экзамены. Ну, хоть как-то, чтобы более-менее было там оправдано. И самое интересное, что если в России, в Молдове меряется ЕГЭ, ну как просто уровень знаний, да, ну что ты вот выучил, то и показываешь. А вот, например, общий республиканский тест в Киргизии, он направлен на выявление наиболее способных к университетскому образованию детей. То есть это там логические задачки, там какое-то мышление, ну то есть вот такой больше, как это сам кителский тест. И, соответственно, основным результатом, я тут написала 3, но скажу по одному, потому что у нас сейчас тоже в первом номере журнала
забыла, как, ну, какой-то, национальный психологический журнал, у нас выходит статья, поэтому вы прочитаете. Ну, значит, что мы показали? Мы показали, что скорость переработки информации имеет специфическое значение для процесса изучения русского языка как неродного, вне зависимости от принадлежности школьника к языковой группе, к романской, это молдавский язык, или тюркской, это киргизский язык. И вот как раз эта скорость переработки информации является тем ресурсом, который можно актуализировать у детей с неродным русским языком при обучении на русском языке. То есть вот основном. Но еще мы тоже, значит, что получили? Что вот, например, зрительно-пространственная рабочая память актуализируется в структуре взаимосвязи с успешностью лишь в более благоприятных образовательных средах. Ну, в России, скажем так. Значит, причина. Опять-таки не можем сразу сказать. Цель экзамена, потому что мы выявляем содержание, а они только вот эту вот, ну, как бы гипотетическую возможность, способный, неспособный ребенок и так далее, учиться в вузе. Или все-таки есть что вспоминать. То есть в благоприятных средах с высоким качеством образования ребенку просто есть что вспоминать. А тому, кто, ну, как говорится, с низким качеством образования, так и вспоминать нечего. Что и актуализировать эту рабочую память? Ну вот, то есть тут нужно тоже обсуждать и с экспертами консультироваться. Значит, в итоге на кросс-секционных данных мы измерили общую модель. Идея такова, что, вы знаете, например, есть теория общего интеллекта. Берется тесты интеллекта и делается, факторизуется, и выводится общий фактор G, правильно, интеллекта. Значит, мы сделали так с успешностью обучения. Мы измерили там на оценки, там тесты какие-то, что-то такое, там ВПРы, и вывели фактор общей академической успешности и education. И, соответственно, что мы показали? Мы показали, вот я сейчас запомню, с 13, ага, до 12. Вот такая модель. Вот эта модель в структурном моделировании фактически лучше всего описывает эмпирические данные на больших выборках. Значит, что получилось? Что скорость переработки информации является базовой характеристикой, которая вносит вклад в интеллект, в память, в чувство количества, которые, в свою очередь, влияют на фактор общей успешности в обучении. То есть математика, тут язык и biology я написала, но это природоведение в началке, ну вот, естественно, научные дисциплины. Соответственно, но самый главный показатель того, что мы, как бы, результат, это моя докторская диссертация уже была, значит, смотрите, вот этот комплекс когниций объясняет, посмотрите, только это остаточная дисперсия, 35% вариативности. То есть на 35% связано вот когниции, зависит как бы вклад когниции в успешность в обучении. А вот, коллеги, к старшему классу, вот здесь, посмотрите, видите, я написала, вот 35 в началке, и падает вклад значения когнитивного функционирования в старших классах до 12%. Что это значит? Это значит, другие показатели развития вносят более, начинают играть более существенный вклад в успешность обучения. Значит, вот вклад некогнитивных предикторов. Мы, естественно, об этом знаем, и мы, естественно, это изучаем. Значит, что мы посмотрели? Мы посмотрели, значит, сочетание личностных качеств большой пятерки, знаете, большая пятерка личностных черт, и интеллекта. Вот это та проблема, что если у меня не хватает каких-то интеллектуальных ресурсов, а могу ли я вообще хорошо учиться и чего-то там достигать и так далее. Значит, что мы показали? Мы показали вот, значит, такую моделечку. Это в вопросах психологии 2020 год с моим начальником Сергеем Борисовичем Малых, академик Российской академии образования. Значит, у нас получилось, вот что мы изучали: нейротизм, экстраверсия, открытость опыту, и сотрудничество, и добросовестность. И ввели показатель интеллекта. И мы с вами видим, что из всех черт, коллеги, только добросовестность оказывает прямой вклад в успешность в обучении. Вот она идет, видите? Причем, и это логично объяснить, то есть это как бы ресурсная теория. Если я, ну не хватает мне там, да, что-то для понимания, если я усердно сяду на стульчик и буду добросовестно изучать материал и так далее, то фактически, вот, независимо от моего интеллектуального уровня, у меня будут результаты или не будут результаты. То есть вот опять-таки, значит, дальше. Соответственно, коллеги, значит, вот заканчивая этот блок, универсальность и или специфичность, эффекты.
Вот здесь я вывела далеко не все модуляторы, которые нужно принимать во внимание при исследовании и интерпретации результатов. 5 минут осталось, да? 15. Хорошо. Значит, как раз успею. Значит, вот, обратите внимание, вот они все. Я, правда, написала не на первом месте показатель успешности обучения, но сегодня вы увидели, что как бы очень сильно различаются данные в зависимости от того, чем мы меряем эту самую успешность в обучении. Это не значит, что учителя несправедливо оценят, или не значит, что тесты неверны. Это просто данность, которую нужно принимать нам, ученым, во внимание и очень аккуратно интерпретировать эти данные. Соответственно, вот необходимо, как я уже сказала, внимание к этим факторам, влияющим на взаимосвязи между психическим развитием и успешностью в обучении. И, уважаемые коллеги, вот многообразие данных нашего проекта, которые еще даже на 20% не описаны, потому что представляете, какой массив данных. Каждый год дети выполняют множество тестов. То есть это нужно, еще долго мы будем все это исследовать, это делают несколько групп у нас в психологическом институте РАУ. Но вот в любом случае эти данные будут востребованы в системе образования для ранней регистрации событий, явлений, личностных характеристик или форматов даже обучения, которые приводят к нарушениям в развитии, в обучении и своевременного, научно обоснованного превентивного воздействия. Именно научно обоснованно. Об этом я говорила вчера со сцены, что есть проблема научных данных управления образованием. То есть все нововведения, они должна быть экспертиза и должны быть, по крайней мере, как-то учеными оценены. Итак, эффекты для системы образования. Уже сейчас данные вот эти стали научной основой при переходе обучающихся 10 классов, 11 на индивидуальные учебные планы. То есть лично мною внедрены данные в 10 школ Московской области, Липецкой и Ярославской области. Значит, с родителями работаем в виде на родительских собраниях, они у нас, естественно, подписывают информированные согласия и так далее. То есть по крайней мере, здесь достигается понимание возрастных возможностей, и, коллеги, что главное, ограничений своих детей. Не надо на бедных детей вешать все кружки, все достижения. То есть вот это вот такая просветительская работа, что ребенок выберет, не надо давить. То есть я сама где-то могу поддавливать, это абсолютно точно, но я это, по крайней мере, понимаю. Учителя. Значит, мы сформировали методические рекомендации, основанные на научных данных, и, естественно, помогаем в профессиональном росте. Постоянно мастер-классы в нашей школе проводим, потому что, естественно, школа вкладывается, 3-4 урока, иногда 2-3. Для детей это тоже нагрузка на школу, и мы помогаем, чем можем. И курсами грамотными, и участие в семинарах, естественно, сертификаты выдаем для портфолио. Без этого тоже никак. И для школы создание психологически комфортной, безопасной образовательной среды с учетом индивидуально-психологических особенностей. Это задание на перспективу нам, потому что это все очень не быстро делать, потому что и с кадрами нужно работать, и психологическую культуру повышать. Все равно, по крайней мере, мы об этом задумываемся и уже какие-то шаги предпринимаем. Значит, еще очень быстро важное направление наших исследований – это научные исследования в интересах развития психологического сопровождения образования. Это очень специфично, это тоже нужно делать. И вот я здесь говорю о том, что в концепции развития психологической службы в системе образования подчеркивается принципиальное значение вот этих рекомендаций на основе интеграции последних достижений науки и лучших образовательных практик. Вот такие работы мы ведем. Лично моя персональная ответственность состоит то, что я выделила зелененьким. То есть это я заведовала Федеральным ресурсным центром психологической службы в системе образования Российской академии образования. Сейчас мы туда будем добавлять высшее образование, то есть там трансформация у нас идет. Поэтому эту работу я вела в течение 2 лет. Значит, что за 2 года? Я уже говорила, что существует проблема научных основ управления образованием, что у нас, у ученых, нет доказательной базы, которая подтверждает положительные, а может и отрицательные эффекты введения образовательных инноваций. Например, в некоторых школах сейчас
начальные классы стал вести не учитель начальных классов один, а учителя предметники. Вот, наша задача, у меня в школе тоже такое есть, и я это помечаю себе, и потом рассчитаю. А каковы эффекты этого нововведения? Как в 5 классе дети-то как будут? Лучше, хуже или никак? Или никакой разницы не будет? То есть либо учитель начальных классов, либо предметники. Ну и так далее. Значит, соответственно, дальше. Вот одним из важных таких впервые в российском сопровождении образования, значит, психологическом сопровождении, был проведен мониторинг актуального состояния психологической службы. Что вообще в школах есть, а чего нет. И мы, значит, опросили 20 620 директоров школ, представляете, по всей России, и 16 854 педагога-психолога. Это огромнейшая работа. С помощью цифровой платформы Российской академии образования это сделано. И вот что все субъекты Российской Федерации, значит, и что мы вот, как бы вот по каким критериям и показателям. Это и содержание профессиональной деятельности, и нормативка, и отчетность педагога-психолога, и оценка эффективности, вообще она есть или нет, и техническое, а главное методическое оснащение. Чем меряют-то вот это все, как бы. Ну и, конечно, там престиж профессии педагог-психолог. Значит, это мы будем публиковать все, это в регионы ушло. Значит, вот теперь о результатах. Вот почему есть такой разрыв вот в региональный. Обратите внимание, количество обучающихся на одного педагога-психолога. Вот в среднем по России 631 школьник. Ну, представляете, ну как можно организовать качественную работу с детьми, когда на одного педагога-психолога 631 ребенок? Ну, разного возраста, с разными проблемами их родителей. То есть это невозможно. Значит, а вот, например, посмотрите, как по регионам. Приморский край. 2000, вы представляете, ну 2000 на одного педагога-психолога, а в Камчатском крае 280. То есть вот он разброс идет, это очень видно. Об этом я сейчас эти данные представляла и в Министерство просвещения, и президенту Российской академии образования, то есть, ну, все смотрят. Ну и, конечно, а вот здесь, посмотрите, единство региональное, это возрастной график возраста. Посмотрите, больше всего педагогов-психологов у нас с вами в возрасте 31-40 лет. Вот оно, это единство региональное. Ну, как бы вот так, чтобы показать. Значит, методическое оснащение – это просто катастрофа. Значит, что делают педагоги-психологи? Даже вот у меня в школе. Надо что-то вот срочно измерить, в интернете набираются личностные что-то там, что-то вылетает там, ну, чтобы поменьше было, естественно. Все, а качество? А качество, как это все интерпретировать? То есть это проблема. И вот я обращаю ваше внимание здесь, например, городские сельские школы. Вот не имею ничего, вот синенький столбик, не имею ничего, в основном не имеет ничего педагог-психолог сельской школы. Вот. И вот красное, вот это вот большое, это ответ, по сути, отдельные методики скачиваю в интернете, 92%. Ну, вот вопрос. То есть, честно, все признались, ну, нету, ну, что нету. И к нам ученым говорят, а вы что, нам ничего не даете? То есть, получается, что я совершенно согласна, нужно валидизировать и делать надежными эти методы. Значит, вот посмотрите, с какими проблемами школьников чаще всего сталкивается психолог. Ответ: постоянно обращаются с таким запросом. 68%. Вот ребенок систематически не справляется с учебными заданиями. Это к вопросу о показателе успешности в школьном обучении. 68%. И обратите внимание, опережает сверстника в интеллектуальном развитии. 7%. То есть некогда педагогу-психологу заниматься с теми, кто опережает в интеллектуальном развитии, а таким детям может еще и сложнее в школе. Это точно я могу сказать. Вот. Поэтому, значит, методическая работа, не буду подробно говорить, что мы сделали методические рекомендации для педагогов-психологов. Сейчас они идут в апробации по округам и так далее. И научные исследования, естественно, мы проводим в сочетании с университетом. Я думаю, теперь и присоединится наш башкирский педагогический. Значит, вот коротко я уже вам сказала, я говорила это для административных лиц, чтобы, ну, не так, как вам подробно, а вот какие типы результатов мы можем увидеть. Вот эффекты обучения, вот они траектории развития, а вот они типы детей, которых мы не видим, когда приходим в школу. Мы можем их идентифицировать. Но основной здесь результат – ранние маркеры возможных сложностей в школьном обучении, чтобы понять, как помочь ребенку. Значит, цифровизация. Проблемы тут несколько.
Значит, вот дистант, что выявил? Электронные учебники, образовательные платформы. Вопрос к качеству контента. Поиск информации в цифровом мире. Разрыв между цифровыми навыками детей, родителей, там, учителей и так далее. Влияние цифровых технологий на психическое развитие. Исследований нет, по сути, таких системных. Информационная перегрузка всех участников образования. Все согласны. Снижение физического, психического здоровья. Повышение контроля знаний со стороны органов управления образованием. Стрессовое состояние обучающихся, учителей, родителей и директоров школ. То есть все в стрессе, получается. Значит, вот посмотрите, что измерили мы. Значит, мы почти 5000 школьников посмотрели в возрасте от 13 до 18 лет. Посмотрите, что получается. Главные недостатки, что говорят школьники. 51%. Недостаток очного общения с учителями и одноклассниками в дистанции. 35% говорят, что сложно изучать учебный материал самостоятельно. 26% сложно удерживать внимание при такой форме обучения. А что же учителя? Учителя у нас говорят, что, во-первых, 79% говорили неудобно и сомневаются в качестве усвоенных знаний, то есть как бы не могут оценить. 76% стали гораздо больше уставать от преподавания. А вот оценка знаний обучающихся – это то к успешности в обучении. Посмотрите, 58% делали скидки на условия карантина. Вот можем мы вводить как бы в наше научное исследование этот показатель? Ну, наверное, как бы надо с коррекцией с какой-то вводить. Значит, теперь, но проблема не в том, изучение влияния дистанционного обучения. Понятно, что мы можем говорить, это плохо, это хорошо, это никак и так далее. Но мы с этим теперь будем жить. И наш-то как раз акцент не на констатацию фактов, там, хуже усваиваю, лучше усваиваю, а на поиск индивидуально-психологических и социальных факторов, снижающих негативные эффекты дистанционного обучения. То есть какой ресурс-то у нас есть, какие есть факторы. И необходимость верификации фактов об изменении показателей психического развития и психологических феноменов. Значит, здесь снизилась мотивация к обучению, возросла агрессивность. А, извините, это мы можем только проверить в существующих лонгитюдных проектах. Вот у нас были данные 5 лет, ввели, нет, не 5, сейчас скажу, 7 лет. 7 лет мы очкой все это учились, карантин ввелся, и мы можем посчитать, а как, собственно, вот мы знаем, какие были результаты у конкретного ребенка, а теперь, соответственно, мы должны понять, как это влияет или не влияет это обучение. Ну и, конечно, строгая экспертиза цифрового обучающего контента. Значит, как, Наталья Викторовна, все? О, отлично, как раз успеваем. Значит, уважаемые коллеги, поскольку вы у нас все молодые ученые, значит, я, соответственно, очень кратко скажу, что на базе Российской академии образования работает Совет молодых ученых и специалистов Российской академии образования. Значит, у нас сейчас работает 13 молодых ученых, это бюро нашего совета, педагоги, аспиранты, студенты, преподаватели университетов, и даже есть призер всероссийского конкурса «Учитель года России», это мой ученик. Из моей гимназии, но, правда, мне было 20 сколько-то там лет, я была студенткой педагогического университета, и с ним занималась, там помогала домашние работы делать, а сейчас у нас Павел Евгеньевич, учитель нашей школы. Поэтому это немножко странно выглядит, но вот как факт. Значит, что мы делаем? Мы как бы организуем научные проекты и приглашаем молодых ученых для реализации как бы своих идей в этих проектах. Вы же понимаете, что, знаете, какой масштабный лонгитюдный проект. Одному никак не обработать. Потом можно туда включать, чем хорош лонгитюд, можно включить какой-нибудь феномен, да, признак, и потом посмотреть, а что у нас измерено, и посмотреть, как вот этот признак, который вы по вашему интересу включили, связан с тем, что у нас уже измерено. То есть вот такие большие возможности. Но, естественно, про диссертации кандидатские, это, конечно же, на таких данных тоже можно сделать. Значит, у нас 3 направления основное. Это наука, это практика, это работа сфокусирована в школах и для школ, и квалификация, где уделяется внимание профессиональному росту и повышению социальной активности научной молодежи. Значит, вот мы делаем всевозможные семинары, например, здесь с учеными Минздрава, молодыми учеными Министерства здравоохранения, и у нас уже сейчас работает проект, где мы оказываем психологическое сопровождение онкобольным, в том числе и их семьи.
То есть это очень социально и общественно значимо, поэтому мы вот как раз при поддержке академика Российской академии образования, главного внештатного онколога значит, Москвы Андрея Дмитриевича Каплина все это делается. Потом, конечно, со студентами педагогических вузов. Вот у нас сейчас Московский городской педагогический, Московский государственный педагогический, психолого-педагогический. Ну, надеюсь, что сейчас Башкирский педагогический тоже к нам. То есть у нас постоянно какие-то семинары очень интересные. Ну вот последний был вот 14 апреля 2021 года. Нет, даже еще в июне был. Это, наверное, старый слайд, потому что в июне мы тоже приглашали английского коллегу нам рассказывать про регуляторные функции у детей. То есть это было очень интересно. Значит, смотрите, по молодыми учеными у нас под руководством членов Академии опубликовано 13 статей, это фактически, это, наверное, я тоже старые взяла, потому что, по-моему, около 26 статей за 2 года. Причем, смотрите, в мировых высокорейтинговых изданиях PLOS ONE, Frontiers in Psychology, Personality and Individual Differences, Nature, Human Behavior, Cortex. То есть вот они все это первоквартальные журналы. То есть что-то молодой человек делает, естественно, его включают в публикацию, ему плюс, его учреждению плюс, ну и так далее. Значит, по направлению 2 мы ходим в школы, мы консультируем педагогов, работающих в школах. И, значит, в основном я занимаюсь циклом научных мини-сессий для детей, мои познавательные возможности и успехи в обучении. То есть ребенку нужно его поддержать, нужно сказать, что давай, молодец и так далее. То есть они что-то у нас выходят, там вот делают, и у нас научные субботы в РАУ проходят для детей. Но сейчас немножко с ковидом мы немножечко передвинули. То есть, ну, вообще вот я тоже одну из лекций, 2 лекции читала про индивидуальное различие. Как раз детям как бы объясняла, что нельзя быть как бы на правом крае распределения везде. Где-то ты слабее, где-то ты сильнее, но ты должен так выгодно использовать свой ресурс, чтобы тебе было комфортно, и ты достигал усилий. Это очень, кстати, дети просто так радостно обрадуются, потому что, ну, все говорят, давай, ты должен там хорошо, ну, это невозможно, надо как-то ребенка на свой ресурс. Значит, не могу не сказать в заключении, что ежегодно в Российской академии образования мы проводим научную конференцию молодых ученых в области наук об образовании. И главное, что конкурс молодых ученых в области наук об образовании на соискание медали молодым ученым за заслуги в науке. Значит, я знаю, что вы подавали, мы с Натальей Викторовной говорили, но теперь мы будем как бы более трепетно к этому подходить, тщательно подходить, потому что у нас несколько есть направлений, которые в данный год актуальны. И вот эту работу я тоже веду. Вот. Значит, ну, в заключении благодарности. Конечно, хочу поблагодарить Российскую академию образования и персонально академика-секретаря отделения психологии и возрастной физиологии, академика РАУ Сергея Борисовича Малых, это мой непосредственный руководитель, научный консультант моей докторской, вообще человек, который меня поддерживает. И благодаря ему мне удалось перейти из РАН, Российской академии наук, где в фундаментальном плане нет образования, в Российскую академию образования, потому что все-таки фокус моих исследований на образовательной тематике, он перевесил. Московскому государственному университету, я являюсь профессором факультета психологии Московского государственного университета, и Российскому научному фонду, значит, мы уже получили, скажем так, вот этот лонгитюд 9-летний, он был разбит на части, и некоторые из его, некоторые, не все части, финансировались грантами Российского научного фонда. И я действительно благодарю руководство фонда, что оно понимает, что лучше делать не с нуля, а продолжать то, что уже есть. И этот вклад как бы в науку, он будет вот в геометрической прогрессии. Так что, уважаемые коллеги, благодарю вас за внимание и поздравляю Башкирский педагогический университет с 55-летием. Спасибо.